Позор всей нации или проявление свободы и независимости? Подписывайтесь на обновления, будете в курсе всего самого интересного. Почему поднялось столько шума из-за одного яйца, который кинули в кортеж президента? Забрасывание яйцами кортежа в Германии, протестные акции оппозиции, избиение бывшего водителя посольства в Берлине и череда задержаний родственников оппозиционеров в Таджикистане, споры и столкновения в социальных сетях. Что это было? Обычный протест или порочащая Таджикистан акция? На это ответил Абдулла Давлатов, врач и гражданский активист из России, Фархот Одинаев, оппозиционер и защитник прав беженцев в Германии. Абдулла Давлатов на это все сказал. После того, как я увидел в соцсетях это бросание яиц, мне пришла мысль, что вот не получится так, что вот те, кто переехал в Европу, будут теперь все глубже опускать таджиков, пороча всю нацию. Таджики, которые переехали в Европу в 90-е и 2000-е годы, были цветом нации, деятелями культуры, которые с гордостью могли представлять таджиков. Боюсь, что сегодня своими действиями таджики будут опорочены так же, как это было в России. Я имею в виду, что такие поступки, которые не свойственны нашей культуре, конечно же, являются чем-то негативным и неприемлемым. На это Фархот Одинаев ответил: в Европе, в отличие от России и Таджикистана, забрасывание яйцами политиков – обычное дело. Недавно кто-то дал пощечину президенту Франции. В Европе это обычное дело, и не следует делать из этого трагедию, что вот, мол, в дальнейшем это может стать проблемой для мигрантов. Это обычное дело, никто на это даже не обратил внимания. Я увидел интерес к произошедшему по большей части в интернет-пространстве и информационном пространстве Таджикистана. Никто из европейцев на это никак не отреагировал. Абдулла Давлатов ответил: когда Кабири забросали яйцами, власти не раздували из-за этого сенсацию, как сделала оппозиция. Вот мы, мол, какие забросали яйцами, и таджикский сегмент соцсетей кишил фотографиями этого действия и оскорблениями. Это действие, забрасывание яйцами кортежа президента, осудило большинство моих знакомых. Они сказали, что это чуждо нашей культуре. Человека надо уважать хотя бы из-за возраста. Несколько человек из моих знакомых, которые когда-то проявляли интерес к представителям оппозиции, теперь не хотят даже слышать о них из-за огромного количества оскорблений и грязи, льющихся с их стороны в социальных сетях. И, кстати, забрасывание яйцами – одно из действий, которое является макрух и порицается в исламе. Фархот Одинаев заключил: а то, что закидали яйцами дом и родных Рахматулло Раджаба, который отбывает срок заключения, и никто не сказал тогда, что это неправильно и не соответствует таджикской культуре. Проводят митинги перед домами политических активистов, а здесь, видите ли, бросили одно яйцо в машину президента, и всех это задело, и все заговорили о том, что это чуждо нашей культуре. Если это чуждо нам, то мы этому научились у вас. Ответ всегда будет зеркальный. Так не бывает, чтобы один человек или группа просто высказывала свое мнение, а ее били в ответ. Мы высказываем свое мнение, а вы задерживаете и избиваете наших родственников. Но не нужно ожидать, что это всегда будет лишь с одной стороны. Всегда нужно ожидать, что другая сторона отреагирует так же, как и вы. А с кем вы согласитесь в этой перепалке? Ведь, по сути, да, это некрасиво, неподобающе то, что забросали яйцами кортеж президента, но, с другой стороны, то бесчинство и то, что себе позволяет власть, намного превышает обычное яйцо, попавшее в машину президента. И это беззаконие и безнаказанность нашей страны вызывает такое отношение людей к президенту. Нет никакого уважения, есть только презрение. А вы как думаете? А нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.